Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. На что благословят вас небеса? Смотреть мы будем на следующие полгода. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте посмотрим, на что же вас благословят небеса. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну что ж, хорошие знаки на самом деле. Давайте начнем со знака любви. Вас небеса благословят на любовь, на счастье, личное счастье, на новые отношения, счастливые отношения, плодотворные отношения. Если вы уже в паре, в браке, на то, чтобы ваша семья укреплялась, на достаток в вашем доме. Здесь очень хороший знак, тогда две половиночки единого целого идеально стыкуются. На мой взгляд, это идеально. Высшие силы во всем будут вам помогать. Все, что касается вашей личной жизни, любви, взаимоотношений, поиска второй половинки, либо как при этой притирке, чтобы закончилось, если вы уже в паре, в браке. Очень классный знак. Плюс я еще вижу, что ваш дом, в вашем доме что-то будет происходить. Если вы намерены приобрести жилье, высшие силы вам будут в этом помогать. Вам будут встречаться хорошие, благородные люди, которые будут с вами честно вести дела. То есть вам будут говорить как есть, давать вам справедливую цену, либо предлагать справедливую цену. Люди, которые не обманут, а наоборот помогут, поддержат. То же самое, если вы решили, либо планируете сделать ремонт, какие-то улучшения в собственном доме. Здесь, как говорится, все к вашим услугам. Начинайте, делайте, все пройдет гладко, быстро и как будто бы еще и с минимальными расходами, ну, насколько это возможно. То есть благополучие в семье, в доме, в любви. На это вас благословят. Так, с правой стороны у вас вышла птица, которая расправляет крылья. У кого-то в прямом смысле слова лететь в другую страну, в другое место, путешествовать, да, наконец-таки показать себя, взять свою высоту, потому что птицы, они же высоко могут летать. Значит, мои хорошие, будут у вас силы, будут у вас возможности, и опять же поддержка с небес для того, чтобы вы наконец-таки осуществили какую-то свою задумку, вот связанную с поездками, путешествиями и также с какими-то новыми достижениями в своей жизни. То есть расправить крылья и совершить какой-то полет. Так, еще здесь вышел человек, который похож больше на какого-то паразита, на какую-то пиявку. Знаете, как присосался к вам этот человек, паразитирует на вас, живет за ваш счет, например, ничем не вкладывается, ничего для вас не делает. Только, знаете, вот это постоянное: ты должна, ты обязана, давай. Еще такие нагоняи идут от этого человека, а вы никак не можете сбросить этого паразита, никак не можете отцепить от себя этого клеща, эту пиявку. Это могут быть и близкие люди, и также это могут быть, например, кровопийцы, там, начальники, да, которые все соки с вас тянут, используют, эксплуатируют и не платят вам того, чего вы достойны. Да, даже вот какого-то более-менее нормального, достойного вознаграждения не дают. За копейки, грубо говоря, пьют вашу кровь. Смотрите, этот человек, он у вас вышел с левой стороны, а вы вышли с правой стороны. И такое впечатление, что вы с этим человеком как канат перетягиваете. Высшие силы дадут вам благословение на борьбу и на победу. Сразу хочу сказать, что легко не будет, но не потому, что сил не хватает, а потому что вы немножко не уверены в себе. Пока вы поймете, чего вы стоите, чего вы достойны, пока вы поймете, в чем ваша сила, пока вы научитесь за себя вот
постоять, бороться, уйдет какое-то время. Но, тем не менее, как только у вас это желание сформируется, сбросить с себя эту пиявку, отцепить от себя этого клеща, поверьте, у вас все получится. Очень быстро все получится. Вот барьер внутри себя, главное перейти, и все будет замечательно. Так, еще здесь кувшин, который с дыркой. И из этого кувшина, смотрите, как все вытекает. Все вытекает. Скорее всего, либо это проблемы со здоровьем, по кувшинам так показывают наше здоровье, как чаша, да, как кувшин. Либо это ваш капитал, ваш достаток, ваша платежеспособность, ваше материальное положение. Вот есть дырка, через которую все вытекает. Смотрите, этим вопросом вы то ли вообще не занимаетесь, то ли вы так, знаете, типа мне некогда, мне есть чем заняться, да, как спустили это все само собой, оно там варится, вытекает, вы только постоянно забрасываете в этот кувшин, а все выливается. Ну, здесь вам высшие силы ничем особо не помогут, кроме одного: встреча с каким-то человеком, который поделится очень важной информацией, который сможет вас просветить в том, что вы делаете не так, и самое главное, что вам нужно сделать, чтобы залатать эту дырку. Человек мне по образу идет как мужчина. Мужчина, причем старше, чем вы. Такой мужчина идет. Знания этого мужчины, знания этого человека, переданные вам, помогут залатать эту дырку, помогут восстановить целостность этого кувшина. То есть, воспользовавшись этим знанием, вы прекратите терять свое здоровье, вы прекратите терять свои деньги. Меньше там расходов будет, больше дохода. Опять же, по здоровью, да, восстановление, может быть, какие-то там процедуры, медикаментозное лечение, да, то, что помогает, то, что исцеляет. Именно человека посылают. Человека, который вам подсказывает, рассказывает, указывает на ваши узкие места и, конечно же, дает вам очень классные знания. С правой стороны еще у вас 2 тройки, вернее, даже 1 тройка в другую перетекает. Это либо как апгрейд ваших знаний, либо, может быть, даже как другой уровень. Да? Вы в своих знаниях, в своих умениях выходите на другой уровень. Здесь высшие силы благословляют вас на изучение, на получение новых знаний, на, может быть, даже обретение какой-то новой профессии, на изучение каких-то важных для вас вещей. То есть учиться, познавать, практиковать, применять, да, это вы все будете. У кого-то еще отыграется вернуться к истокам. Ну, допустим, когда-то давно вы получили профессию, но так случилось, что вы по профессии никогда не работали, а теперь будет возможность и пополнить свои эти знания, и применить, да? Восполнить, применить, пополнить, применить, освежить, применить, и так будет. Кто-то прям вернется к истокам и начнет работать по профессии, либо пользоваться тем, что вы ранее уже получили. Может быть, это вам поможет в поиске хорошей работы, либо в обретении хорошей должности. То есть 1 тройка в другую перетекает. Еще тут у вас ящерица сидит. Но ящерица — это всегда ум. Это всегда острый ум, это всегда знание. То, что нам по жизни именно помогает. То, что мы можем показать, применить, использовать. Так, еще. Здесь человек вот просто себе протаптывает путь, как какие-то огромные валуны со своего пути, такие камни, валуны, да, скидывает. Очень тяжелая работа, особенно если за вами еще идут люди, ну, например, ваши близкие, ваши дети. Да. Вы ведь не только для себя, за себя будете стараться, но и за тех, кто у вас позади. Смотрите, кто решил поменять свою жизнь, кто понимает, что все, так как я живу, ну, это ненормально, это нехорошо, и я больше не буду, особенно для детей своей такой жизни не желаю. Вас благословляют, дают вам силы, дают вам энергию для того, чтобы расчистить этот путь. Это будет очень тяжело, я не буду тут лукавить, я вижу, что будет тяжело, с левой стороны идет. У кого-то даже прям как выбора нет, да? Нужно именно
напрячься, да, чтобы расчистить себе путь. Но силы у вас будут. И с каждым новым днем сила у вас будет становиться все больше и больше. Даже ваша физическая сила в прямом смысле слова будет расти. Будете тренироваться, и будет расти ваша сила. Вот прям надо. И кроме вас этого никто не сделает. Вы у себя одна, понимаете? Вы у своих близких одна. Не на кого больше надеяться. Тяжелая работа, но прекрасный, шикарный результат. Не только для себя, но и для своих близких. Вы это будете делать. Кто действительно решился, кто не видит обратного пути, кто не желает оставаться в том положении, в том состоянии, как сейчас, поверьте, силы будут даны, но дорогу сами себе должны вы будете расчистить. Так, дальше. Здесь борьба, причем борьба как с системой, что ли. Не с каким-то конкретным человеком, а как система, да, какой-то механизм, может быть. Но обычно так показывают всякие госструктуры, законы, борьба за собственные права, отстаивание собственных прав, даже как судебная система. У вас тут выбор, и выбор очевидный. Либо делать, либо не делать, либо бороться, либо смириться, да, принять и оставить все как есть. Мои хорошие, вы всегда успеете, как говорится, смириться, а вот побороться стоит. Стоит, тем более у вас очень хорошие шансы на победу. Так, еще высшие силы благословят вас на беременность, либо на рождение ребеночка. Кто-то из вас только лишь думает, либо мечтает о беременности, а кто-то уже беременен и, например, переживает, там, боится родов, может быть, каких-то историй там страшных, насмотрелись, начитались, наслушались. А может быть, у вас действительно есть какие-то патологии, либо проблемы со здоровьем, и вы опасаетесь, да, опасаетесь. Вам просто страшно, вы не знаете, что будет. Здесь ангел будет с вами. Здесь не просто вас благословляют на забеременеть и родить. Здесь ангел будет с вами и прям, как крыльями вас, понимаете, вот так вот закрыл, особенно в зоне животика, и будет вам помогать. Молитесь от сердца, молитесь своими словами. Вам не нужны какие-то специальные слова, какие-то специальные молитвы. Все, что надо, есть в вашем сердце. Помолитесь от сердца за себя, за своего ребеночка, за своего будущего ребеночка. Поверьте, все будет хорошо. Здесь высшие силы от вас просто не отступают. И ваш ангел-хранитель, он всегда рядом с вами. Так, еще добиться какой-то правды, развязать какие-то узлы и выпрямить какие-то линии. Либо какая-то тайна в вашей жизни присутствует, которая не дает вам покоя, осложняет вашу жизнь. Либо это может быть даже ситуация какой-то большой несправедливости, которую вы потерпели. Здесь высшие силы, они, во-первых, на вашей стороне, во-вторых, знаете, как будто бы время уже пришло для того, чтобы открылась правда, для того, чтобы восстановилась справедливость, для того, чтобы перезапустить какие-то моменты, какие-то процессы. Сразу говорю, легко не будет, потому что здесь тайна непростая, тайна сложная. Возможно, за одной тайной скрывается вторая, третья, и так их может быть там несколько десятков, да? Очень много всего скрыто, либо очень много, о чем вы еще не знаете и не догадываетесь. И вот вам придется с этим всем справиться. Отсидеться, честно, не получится, потому что у вас предсказание идет с правой стороны. Вот время пришло. Время пришло открыть эти замки, разрубить эти узлы, выпрямить эти линии. Вот время пришло. Это будет не быстрый процесс, но процесс, который для вас будет успешным. Главное, чтобы вы не отступали от этого процесса. И главное, чтобы вы вот прям до конца шли. Да? Как начали, так и закончили. Здесь все будет на вашей стороне. Здесь, знаете, как даже обстоятельства будут складываться таким образом, чтобы у вас все получалось. И здесь не просто благословение, здесь помощь, конкретная помощь небес идет. В виде людей, в виде каких-то случайных моментов. Ну, мы же знаем, да, что все случайности не случайны. Вам все это будет посылаться. Главное, чтобы вы дошли до конца, чтобы не отступили, чтобы не сдались, чтобы не смирились, чтобы не закрыли глаз, да, либо глаза, да, на какие-то вещи. Идите до конца, сделайте это, сделайте, поверьте, вам это нужно.
Хотите поменять свою жизнь, хотите поменять свою судьбу, ну тогда добейтесь правды. Так, еще здесь на мою отсыпку вот явно пару человек зашли, у кого есть дар. Дар врожденный, дар очень сильного экстрасенса. Но вы то ли очень стесняетесь своего дара, то ли вы его боитесь. Может быть, как знаете, неуверенность в себе еще может отыграться. Но про дар вы свой точно знаете, вы его в себе ощущаете. Здесь высшие силы вас благословляют на то, чтобы дар вы свой открыли, на то, чтобы вы приносили пользу людям, на то, чтобы вы наконец-таки стали тем, кем вы рождены. Это очень сложный путь, особенно путь принятия. Решайтесь, начинайте, и не стесняйтесь, и ничего не бойтесь. Здесь высшие силы с вами и за вами стоят. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.